этом году исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося классика крымско-татарской литературы, ученого-тюрколога, педагога, общественного деятеля Бекира Чобанзаде. К юбилею поэта в библиотеке имени Гаспринского открыли библиотечную панораму «Бекир Чобанзаденің сөзі». Сегодняшнее наше мероприятие посвящено юбилейной дате, и мы объявляем вот этим мероприятием открытие юбилейного года, посвященное Бекиру Чобанзаде. Бекир Чобанзаде родился в 1893 году в Карасу-Базаре. Он автор более 200, в том числе более 120 научных публикаций. Творческое наследие классика составляет более 80 стихотворений, 2 поэмы и 8 рассказов. Бекир Чобанзаде учился в Галатасарайском лицее в Стамбуле, окончил курсы арабского и французского языков. Он выпускник историко-филологического факультета Будапештского университета. Преподавал в Азербайджане, Венгрии, Крыму, Узбекистане и России. Все его труды до конца не изучены. Öğrenilecek pek çok şeyler var ve hatta ki en başından başlayacak olsak onun dissertasyası bile hala daha tapılğanı yok. O dissertasiyanın mevzusu tam nasıl yangırağanını bile tam aytmak zor. Çünkü her bir menbada çeşit türlü yazılıları var. O iş, ilmi iş, Kodeks Kumaniküsü boyunca yazılған iş bizim için pek kıymetli, emniyeti pek büyük ama o iş tapılmadı. Demek biz onu kıdırmak gerekmiz. Ve daha böyle сайры ишлері бар, қайсыларының біз да қыдырмақ, öğrenmek, tapmak gerekmiz. В мероприятии приняли участие поэты, писатели, общественные деятели, художники, артисты, преподаватели и студенты. Гостям рассказали об интересных фактах из жизни Бекира Чобанзаде, читали стихи и переводы. Пусть не знатен мой род, баев в нем не сыскать. Был отец чебаном, и бедна моя мать. Разрешите лишь раз, я ворвусь хоть на миг, слышат Крым и Кашгар, моего сердца крик. В ходе проведения библиотечной панорамы состоялось открытие книжной выставки «Наследие Бекира Чобанзаде», а также выставки картин известных художников Заремы Тросиновой и Ирфана Нафиева. Работы, которые представлены сегодня на выставке, они были выполнены для премии имени Чобанзаде. Во всех работах фигурирует Аккая. Все действия, которые происходят на фоне этой скалы, становятся интересными сами по себе. Прекрасно оформили наши библиографы выставку «Наследие Бекира Чобанзаде». Эта выставка будет работать на протяжении всего года. Мы будем и менять и литературу, добавлять все, что новое. Dünyada sende bir Resulullah yok.